Здравствуйте, Урус. Здравствуйте, Наталья. Я хотела задать вам несколько вопросов касательно ингусского конфликта. Что это было на самом деле? Меня интересует не официальная версия, а лично ваше мнение как общественного деятеля. Официальная версия случившегося – это осетино-ингусский конфликт. Это категория, которую присвоили этому геноциду Генеральная прокуратура и Следственный комитет Российской Федерации. Я с этой версией, с этой категорией не согласен. Я считаю, что в ночь с 30 на 31 октября северо- и юго-осетинские бандформирования при поддержке российских подразделений и их офицеров, отдававших преступные приказы своим подчиненным, совершили акт военной агрессии по отношению к мирному населению ингушской национальности Северной Осетии. Это был геноцид, по сути. Это была этническая чистка, заранее спланированная руководством Северной Осетии. Как общественный деятель, я считаю, что это была заранее спланированная этническая чистка. Почему? Потому что даже в официальной версии, то есть, Следственного комитета и Генпрокуратуры, то есть заключение Генпрокуратуры по осетино-ингусскому конфликту, написано, что осетинская сторона задолго еще до этого конфликта закупала военную технику под видом сельскохозяйственной техники, закупала оружие, боеприпасы, что незаконно были созданы осетинские бандформирования под видом Национальной гвардии, Национального ОМОНа. По сути, это были незаконные формирования, они не были тогда признаны. После этого, после конфликта Галазов перевел, уже легализовал, а по сути в то время это были настоящие бандитские формирования, вооруженные бандитские формирования. Более того, в этом так называемом осетино-ингусском конфликте участвовали и бандгруппировки из Южной Осетии. Насколько мы знаем, Южная Осетия не признана, значит, это отдельное государство, Грузия. И, по сути, на территории России, если мы говорим о Российской Федерации, как, Северная Осетия, Российская Федерация, Ингушетия, Российская Федерация, то, по сути, граждане Грузии, осетинской национальности, занимались этнической чисткой на территории России. Это так получается. И в заключении Генпрокуратуры возникновение и окончание, то есть окончание осетино-ингусского конфликта, заключение Генпрокуратуры явно указывает на то, есть факты о том, что осетинская сторона заранее готовилась к этнической чистке, есть показания офицеров, все это есть. Есть военнопленные, то есть пленные, которые попадали в плен уже ингушской стороне, отрядом самообороны, которые занимались спасением своих близких и родных, то есть жители той же Осетии, ингушской национальности, они оборонялись, хотели уйти, и при этом, у них происходили какие-то столкновения, боестолкновения, вооруженные столкновения. И вот все вот эти вот пленные, если их можно так назвать, бандиты осетинской национальности, после этого давали показания, и они подтверждали то, что это действительно была спланированная акция. Вот моя версия, моя категория, которую я считаю правильной, это геноцид и этническая чистка ингушей пригородного района и города Владикавказа 1992 года осени, которые подверглись насильственным действиям. Я считаю, что это был спланированный геноцид и этническая чистка. Спасибо вам большое за такую информацию. Пожалуйста. Всего доброго, до новых встреч. До новых встреч.